Постпредство Якутии по Дальневосточному федеральному округу оказывает содействие по доставке гуманитарного груза мобилизованным из Якутии. Именем создателя первого якутского алфавита назван сквер в Санкт-Петербурге. Глава Якутии Айсан Николаев поздравил учителей, работников сферы образования и ветеранов педагогического труда. Он отметил, что этот праздник один из самых почитаемых в нашей стране, ведь каждый человек проносит через свою жизнь добрые и теплые воспоминания о своих любимых учителях. Сегодня более 43 тысяч педагогических работников системы образования республики приумножают лучшие традиции обучения и воспитания подрастающего поколения. За последние годы построили 41 новую школу и 66 детских садов. В этом году будут введены 13 школ и 6 детских садов. В сентябре открыты еще 110 новых центров образования цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста». В Якутске проходит пленарное заседание 14-го съезда работников образования и педагогической общественности. Ключевая идея съезда – открытое образование пространства возможностей. На большом мероприятии педагоги обсуждают стратегическое развитие образования до 2030 года. Делегатов съезда по видеосвязи также поздравил глава республики. Айсан Николаев обозначил основные направления и объявил о том, что в 2023 году 36 педагогам-наставникам будут вручены премии главы республики в размере 100 тысяч рублей. Республика Саха-Якутия занимает одну из лидирующих ролей в развитии таких детских и юношеских федеральных организаций, как Российское движение школьников. Хорошие показатели по патриотическому воспитанию по линии юноармейского движения. С этого года республика входит в перечень регионов, которые внедряют в школы должности советников директоров по воспитанию. Это человек, который призван быть наставником для детей. Он открывает им мир возможностей, вовлекает их в общественно полезную деятельность, формирует из них те сообщества, которые максимально интегрированы во все образовательные и воспитательные процессы. И главная миссия советника директора по воспитанию – это поддержка детских инициатив. Отмечу, что съезд работников образования проходит один раз в 5 лет. В последний раз учителя собирались в 2015 году. В связи с пандемией запланированное мероприятие в 2020 было перенесено. В 14-м съезде принимает участие 500 делегатов. По их словам, обсуждение, встреча с коллегами раскрывает новые горизонты. Появляются различные идеи развития и воспитания молодого поколения. Более 70 тысяч запросов на запись для участия в специальной военной операции зафиксировали на портале Госуслуг. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. По его словам, сервис стал доступен в тестовом режиме в выходные. Через него уже записались 2000 добровольцев. Чернышенко напомнил, что на госуслугах также можно обжаловать решение о призыве в рамках частичной мобилизации. Заявление может подать как сам мобилизованный, так и его родственник. К заявлению нужно прикрепить фото или скан повестки, а также представить документы, подтверждающие основания для отсрочки. Предлагаем вашему вниманию брифинг по мерам поддержки семьям мобилизованных якутян. Ольга Валерьевна, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, о мерах поддержки семьям мобилизованных. 25 сентября 2022 года глава Республики Саха-Якутия Айсан Сергеевич Николаев после обсуждения с мамами военнослужащих подписал указ о мерах поддержки семей военнослужащих, согласно которому предусмотрены следующие меры поддержки. Семьям военнослужащим оказывается единовременная материальная помощь в размере 200 тысяч рублей. Детям мобилизованных военнослужащих на период службы освобождаются от оплаты за присмотр и уход в детских садах, бесплатное питание в школах предоставляется, а также бесплатные путевки детям от 6 до 18 лет в детские лагеря на территории республики. Кроме того, предоставляется приоритетное право на заключение договоров на целевое обучение на бюджетные места в высших учебных заведениях республики. Кроме того, предусматривается повышенная стипендия для студентов-очников республиканских СУЗов. Повышенная стипендия для студентов-очников, обучающихся в вузах по целевому договору. Родителям мобилизованных предлагается санаторно-курортное лечение на всей территории Российской Федерации. Указанные нормы распространяются также на семьи военнослужащих и добровольцев, участников специальной военной операции с 24 февраля.
Главное в этой мере поддержки непосредственно до принятия и оказания этой помощи для семей мобилизованных, здесь находящихся у нас на территории республики. С сегодняшнего дня достаточно подать одно комплексное заявление в одно окно через МФЦ на территории своего города или района. С собой нужно иметь паспорт, документы, подтверждающие родство, например, свидетельство о браке и банковские реквизиты. Никаких дополнительных справок не требуется. Заявление также можно подать через портал государственных и муниципальных услуг Е-Якутия. Обращаю ваше внимание, что единовременная материальная помощь в размере 200 тысяч рублей выплачивается супруге, если мобилизованный неженатый не имеет детей, то его родителям. В случае отсутствия жены, детей, материальную помощь могут получить братья и сестры. Подобную информацию и о разных жизненных ситуациях, а их бывает достаточно много, это безусловно, информацию можно получить на горячей линии 122. Каждое обращение будет рассмотрено индивидуально, если та или иная помощь не поступит. Спасибо. Это был брифинг по мерам поддержки семьям мобилизованных якутян. Тем временем в Госдуму внесли законопроект об отсрочке от мобилизации для родителей детей с инвалидностью. Как отмечают авторы документа, депутаты фракции «Справедливая Россия за правду» в отношении таких семей должны быть предусмотрены законодательные меры о праве отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации в отношении обоих родителей. Постпредство Якутии по